Что касается взаимодействия именно на таком бытовом уровне, пожалуйста, пример. У меня храм, ну, я несу послушание настоятеля храма преподобных Зосимы Савватия Соловецких. Это район Гальяново. Не самый благополучный район. И у нас прямо возле храма открылся прекрасный фитнес-центр, который возглавляет таджик Расул Бакиев. Он олимпийский призер, там, чемпион России и так далее. И он сразу пришел ко мне, говорит: батюшка, чем я могу вам помочь? Хотя он мусульманин, молодой достаточно, амбициозный, но при этом говорит: батюшка, чем я могу помочь? Потому что я говорю, вот мы занимаемся, мы постоянно ездим на фронт, окормляем Росгвардию в частности. И я говорю: Расул, дорогой, ну, чем можете, помогите там. Вот у нас нет транспортного средства, в частности, да, потому что приходится много и по России колесить, и в прифронтовую зону. И вы знаете, вот отзывчивость души человека, который ощущает себя патриотом России, хотя при этом, напоминаю, таджик, мусульманин, но он патриот России. Батюшка, все. И я в этом смысле, ну, он помог, естественно, да, и мы теперь, у нашего сектора есть транспортное средство для, так сказать, осуществления возложенных на нас священноначалием обязанностей. Так вот, понимаете, вот пример, когда человек просто вот, мы не воюем друг с другом, а наоборот, мы куем общую победу даже на бытовом плане. Стираются какие-то грани и разности, которых, в принципе-то, и нет.